В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Напряженная обстановка с лесными пожарами сложилась у села Кулун-Эльбют, а в населенных пунктах Среднеколымского района, наоборот, ситуация стабилизировалась. Массовая вакцинация от COVID-19 в России может начаться уже в октябре. Крылатая пехота. День воздушно-десантных войск сегодня отмечается в России. Напряженная обстановка с лесными пожарами сложилась у села Кулун-Эльбют Мумского района. Сегодня там идет усиленная работа по локализации огня и созданию минерализованной полосы. В селе Хону сильная задымленность в пятницу, из-за этого был отменен авиарейс из Якутска. Напомню, что в Мумский район были направлены на помощь работники Якутлесресурса, а в Среднеколымском районе ситуация стабилизировалась. Огонь у села Алека-Кёль локализован, создана минеральная полоса. На этом пожаре с местными силами работает аэромобильная группа МЧС. В Сватае идет плановое тушение очага в 2 километрах от села. Там работают 70 человек. В селе Эбях огнеборцы непрерывно осматривают локализованный очаг в 6 километрах от населенного пункта для того, чтобы не допустить возобновления пожара. Россия может полностью открыть международное авиасообщение с 11 августа. Эту тему обсуждали на совещании у вице-премьера страны Татьяны Голиковой. На сегодня Россия частично возобновила международное авиасообщение только с 3 странами. Это Великобритания, Турция и Танзания. Также открыта граница России и Абхазии. Накануне оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщил, что вопрос расширения списка стран, с которыми может быть возобновлено международное авиасообщение, прорабатывается. К чему стоит быть готовым тем, кто уже собрался в заграничное путешествие, и есть ли разница между курортом заморским и местным, знает Айсена Бурнашова. Турция всегда была излюбленным местом отдыха россиян, поэтому возобновление заграничных полетов многие восприняли как маркер прежней жизни. По данным Ассоциации туроператоров, пакеты в Турцию уже забронировали десятки тысяч россиян. Даже учитывая то, что в страну пахлавы и рахат-лукума можно улететь только из Москвы, Петербурга или Ростова-на-Дону. Турция открывается условно в 2 этапа. С 1 августа это Стамбул и Анкара. А с 10 августа это основные туристические аэропорты, основные курорты, Анталия и так далее. Главное требование – быть здоровым, иначе изоляции не избежать. По прилету в Турцию прямо в аэропорту всех туристов проверяют на наличие симптомов COVID-19. И если, к примеру, термометрия выявит у одного из пассажиров высокую температуру, то на карантин направят и его, и тех, кто сидел в самолете рядом с ним. Размещение в обсерваторе, как правило, платное. Страна не берет на себя эти расходы, поэтому мы настоятельно рекомендуем туристам брать расширенный пакет страховки. На наш взгляд, лучше на этом не экономить и подстраховаться, потому что размещение в обсерваторе, по разным данным, от 50 до 100 евро в сутки, и 2 недели – это в любом случае это серьезные расходы. Отправляясь за рубеж, нужно быть готовым к новым требованиям. Проверка на симптомы коронавируса ждет туристов и после отдыха. По возвращению в Россию всем пассажирам необходимо заполнить специальную форму на сайте госуслуг и в течение 3 дней сдать ПЦР-тест. Следует отметить, что увеличение спроса на зарубежный туризм никак не повлияло на интерес к внутреннему. Тем более, как отмечают сами отдыхающие, разницы между курортом турецким и, к примеру, местным сочинским практически никакой. То же самое Черное море. И здесь очень хорошо отдыхается. Очень, вот нам понравилось. Вот где мы были, очень там хороший сервис, чисто, аккуратно, толкотни никакой, спокойно, такая красивая природа, так хорошо кормят. И для детей есть развлечения. Очень хорошо, у нас тоже можно отдыхать. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Иван Черков. Москва, Сочи.
Массовая вакцинация от COVID-19 в России может начаться уже в октябре. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Он также добавил, что клинические исследования вакцины, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершены. И сейчас идет процесс подготовки документов к регистрации препарата. Стоит отметить, что это не единственная отечественная вакцина против коронавирусной инфекции. Мы ожидаем еще не менее 2 заявлений в ближайшие 1,5-2 месяца для разрешения для проведения клинических исследований. Сначала, после получения регистрационного удостоверения, вакцины начнут применяться, еще будет параллельно. Мы изменили принципы регуляторной системы, и начнется параллельно с вакцинацией особых групп, это в первую очередь медики и учителя, и параллельно пойдут еще 3-я фаза наблюдений за вакцинированными пациентами. С 10 августа, по словам Михаила Мурашко, российские регионы получат первые поставки вакцины против гриппа. Он также отметил, что более 1 миллиона детей получат дополнительно вакцинацию против пневмококковой инфекции. Минздрав рекомендует привиться против этой болезни и тем, кто пока не входит в национальный календарь прививок. По информации министра, эта вакцина защищает и от внебольничных пневмоний. Кроме того, она эффективно действует несколько лет. Новые ставки таможенных сборов, социальные выплаты на покупку квартир комфорт-класса и обучение в школах. О законах, которые вступили в силу 1 августа, Юлия Великодная. Обучение в школах загранучреждений МИДа станет бесплатным для всех. Прежде безвозмездно в этих учреждениях могли учиться только дети работников посольств и консульств, сотрудников торговых представительств России, военных представительств Минобороны и других федеральных государственных органов. Впредь получить бесплатное образование в этих школах смогут все желающие. Это касается и детей сотрудников представительств крупных российских компаний, и российских соотечественников, и иностранцев, например, детей дипломатов. Обновлен перечень требований, предъявляемых к безопасности зданий и сооружений. Их количество сократится на 30% за счет исключения излишних и дублирующих норм. Другим постановлением вводятся новые ставки таможенных сборов за выпуск товаров. С 1 августа будет действовать более гибкая система ставок в зависимости от таможенной стоимости товаров. Если таможенная стоимость не определяется и не заявляется, то ставка будет зависеть от количества товаров. Вступающим в силу постановлением правительства скорректирована программа обеспечения молодых семей доступным жильем. Теперь положенные соцвыплаты разрешено направлять также на покупку квартир комфорт-класса. Ранее средства разрешалось расходовать только на жилье эконом. Кроме того, госвыплаты можно использовать для рефинансирования ипотеки. И в завершении с 1 августа будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Повышение пенсии в августе является традиционным, и для него не нужно обращаться с заявлением в Пенсионный фонд России. 30 миллионов рублей получат библиотеки Якутии в 2021 году. Деньги поступят из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». В библиотеках республики будет произведен современный ремонт, поступит новая техника, мебель и книги. Средства на полную перезагрузку библиотеки выиграли в ходе конкурса среди 82 регионов. Якутия стала единственным субъектом страны, получившим такую сумму. Отмечу, что по итогам прошлого года самыми посещаемыми организациями культуры республики стали именно библиотеки, куда пришло более 4 миллионов 240 тысяч человек. А республика вошла в тройку самых читающих регионов страны. Летний водопровод запустили в селе Мяндиге Амгинского района по программе поддержки местных инициатив. 1 000 000 рублей был выделен из республиканского бюджета, еще порядка полумиллиона – это средства местного бюджета, помощь мецената и самих жителей. Помимо села Мяндиги, круглогодичное водоснабжение действует в 5 наслегах района. В самой Амге планируют в ближайшие 2 года реализовать масштабный проект по обеспечению круглогодичного горячего и холодного водоснабжения по федеральной программе «Чистая вода». По водоснабжению у нас другие наслега тоже хорошо работают. Балагурский наслег летним водопроводом тоже на 100% обеспечен. Чакырский наслег, Самарсунский наслег. Этот пример у нас идет дальше. И вот в ближайшие годы другие наслега тоже будут полностью
пользоваться летним водоснабжением. По МГИ, по центру, если взять, у нас в этом году правительство предусмотрело 14 миллионов на проектные работы. И после завершения проектных работ мы планируем участвовать в федеральной программе «Чистая вода». На объектах «Алроса» внедряют систему 6С. Основная ее цель – повысить культуру производства, обеспечить безопасность, улучшить условия труда работника. Что уже сделано в этом направлении на предприятиях компании и какие объекты стали пилотными, узнавала Ирина Балкова. Сортировка, соблюдение порядка, систематическая уборка, стандартизация, совершенствование и соблюдение безопасности – вот они, заветные 6С. Организация рабочих мест, приведение их в порядок позволит повысить эффективность рабочего процесса, считают в алмазной компании. В Удачнинском ГОКе полигоном испытаний стал участок подготовки производства, помещение пыли-вентиляционной службы подземного рудника «Удачный». Работники комбината нововведения встретили по-разному. Одни говорили, ничего не получится. Вторые, в этом что-то есть. Ну а остальные спрашивали, а как мы жили раньше без этого? Однако после внедрения определенных инструментов мнение пессимистов поменялось. Была такая ситуация, что человек был сильно возмущен, что мы забираем у него все, хотя мы на самом деле ничего не забираем, а все он определяет необходимость и потребность, определяет непосредственно этот человек. Вот. Но у него было недопонимание, наверное, из-за того, что мы просто находимся в удаленном общении, не всегда при личном общении. В общем, получилось донести до него, что это важно, и буквально через 15 минут он вовлекся в процесс, провел сортировку своего рабочего места. Ну, в общем, 3 мешка мусора просто выкинул. На предприятии Хайхальского ГОКа тоже навели порядок на рабочих местах. В работе используют инструменты и материалы первой необходимости. Рабочие зоны освободили от лишних вещей. Повсюду нанесли разметки, контейнеры для разных материалов окрасили в нужный цвет, установили знаки безопасности, вовлекли всех членов коллектива. Предусматривает система 6С и мотивацию сотрудников. Для них будут проводить конкурсы, объявлять благодарности за лучшие рабочие места. Методику планируют запустить на подземном руднике, обогатительной фабрике 14 и карьере юбилейной. Нету резко негативных отзывов, но при этом стоит отметить, что каждому человеку будет приятно работать на чистом, ухоженном месте, где все лежит по порядку. Поэтому, на наш взгляд, на сегодняшний день большинство персонала относится положительно к данной системе. Сегодня система 6С служит корпоративным стандартом алмазной компании. Этот курс взят и в Мирнинском ГОКе. Параллельно внедряются 2 проекта 6С. 6С ТАИР и 6С производства, охватывающие все цеха Мирнинского ГОКа. В автобазе, в РССУ, на приисках и релях и водораздельные галечники, на подземном руднике Интернациональной. Также в сентябре внедрение системы 6С начнется и на обогатительной фабрике номер 3. Специалисты «Алроса» уверены, что эффективность программы зависит прежде всего от осознанности каждого работника. Ирина Балкова, Оксана Мезенцева, Иванна Филиппова, Денис Сиротин, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». День воздушно-десантных войск сегодня отмечается в России. Крылатая пехота – уникальный род войск, который целиком носит почетное звание гвардейского. Самый мобильный, технически оснащенный и, конечно, престижный. За девизом десантников «Никто, кроме нас» глубокие традиции. Ровно 90 лет назад на учениях под Воронежем были выброшены 12 парашютистов. Первое десантное подразделение. В наше время ВДВ – это десятки тысяч солдат и офицеров. Сегодня в Якутске десантники по традиции возложили цветы к памятнику подвига участников боевых действий. Это традиция собираться здесь в часовне, поставленной погибшим. Традиция собираться, вот сейчас у нас новый памятник, недавно поставленный ветеранам боевых действий, всех локальных конфликтов. И, конечно же, 90-летие ВДВ, войск, которые, я бы сказал, передовых. Это передовые войска,
которые предназначены для забросов в глубокий тыл противника, ведения боевых операций. Это наиболее подготовленные войска. И, естественно, десантники – это не только физическая подготовка, но и в первую очередь это десантный дух. В небе над Московской областью парашютисты развернули флаг ВДВ площадью почти 1072 квадратных метра. Полотно оказалось не только большим, но и тяжелым. Флаг из парашютной ткани весит 50 килограммов, еще 40 килограммов пришлось на специальную систему, которая позволила раскрыть флаг в воздухе так, чтобы он не запутался. Все элементы сложили в ранец, с которым и выпрыгнул один из парашютистов. Флаг оказался на 300 квадратных метров больше, чем предыдущий рекордсмен. Достижение зафиксировал главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь на нашем телеканале.